Добрый вечер. В эфире информационный выпуск «Амшик Шара». И я ее ведущий Нарсула Бухва. Я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях сегодняшнего дня и коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Подготовка к конфронтации. На полигоне Анхуа прошли занятия по огневой подготовке с батальоном Гудаутской бригады резерва. Воплощая задуманное в реальность, о том, что сделано за последние 2 года в Ачимчире, и о планах руководства района в репортаже наших корреспондентов. Хороший товар себя хвалит. 1080 промышленных предприятий вошли в юбилейный 15-й выпуск каталога торгово-промышленной палаты. Парламент Абхазии принял проект обращения к гражданам, политическим партиям и общественным организациям в преддверии митинга 30 мая. Депутаты также внесли изменения в соглашение о социальном и экономическом развитии Абхазии на 2022-2025 годы и ратифицировали протокол о софинансировании зарплат сотрудников СГБ. Из зала заседаний Народного собрания репортаж Алики Трапш. Во втором и окончательном чтении депутаты парламента приняли постановление о ратификации протокола к соглашению о порядке и условиях софинансирования за счет средств России расходов на повышение денежного довольствия и пенсии сотрудников службы госбезопасности. Документ представил постоянный представитель президента в парламенте Анри Барциц. Как известно, само соглашение было ратифицировано парламентом, Народным собранием 15 июня 2021 года. Сегодняшний протокол продлевает срок действия соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации расходов на повышение денежного довольствия и пенсий сотрудников службы госбезопасности. Парламент также ратифицировал протокол о внесении изменений в соглашение между Абхазией и Россией о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы. Вносимые изменения касаются утверждения целевых значений средней зарплаты работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и соцобслуживания на 2023 год. В ходе обсуждения депутат Наур Норманя поинтересовался критериями начисления заработной платы учителям и насколько указанные суммы на бумаге соответствует действительности. По первой категории, если высчитывать, то учитель на сегодняшний день, имея одну штатную единицу, то есть 15 часов, получает зарплату 12 500 рублей. Это одна штатная единица. Если средняя заработная плата 25 000 рублей, то меня интересует, по какой формуле, вот именно по какой формуле вычисляется данная сумма. Плюс, если брать вторую штатную единицу, это получается еще 15 часов. За 30 часов, то за 2 штатные единицы учитель не получит этих денег. Я считаю, что в данной ситуации учитель слышит, что средняя заработная плата за 22 год, я имею в виду, если 25 186 рублей, а они получают 12 500 до 15 тысяч, она будет думать, либо ее ущемляет управление образования, либо Министерство просвещения. И потом, тут столько ведомств, столько профильные министерства. Почему, например, Министерство просвещения не дало своего заключения? Неужели такая сумма есть? И потом, что самое интересное, за 22 год 25 186 рублей, а за 23 год 26 823 рубля. А при этом таблица именно по зачислению заработной платы за часы, именно идет речь тут о преподавателях, я других не затрагиваю, социальных работниках, которые занимают должность, основной персонал и так далее. Именно за педагогический персонал. Вот что меня интересует. В отношении порядка начисления заработной платы отдельным работникам, в том числе в сфере образования. Если у вас есть возможность такая, вы нам, пожалуйста, перешлите официально разъяснение, то, которое у вас есть, и что за уполномоченный орган дал. Мы обязательно проверим, наверное, может это район, школа или еще что-то. Мы обязательно проверим, что это такое. Конечно, учитель может получать и 12 000 рублей, и, разумеется, и 25 000 рублей может получать. Мы уже несколько раз об этом говорили. Все зависит от того, какая у него нагрузка учебная.
Вот. Все зависит от того, какие у него стимулирующие выплаты. Проверка тетради, классное руководство, внешкольная работа, ну и так далее. Если не трудно, вы нам перешлите, мы обязательно вместе с Министерством просвещения посмотрим, какая школа, какой район и что там происходит. Депутаты приняли решение о создании рабочей группы по разработке проекта закона о государственной службе. В группу вошли Эрик Лыштуни, Дауд Хутаба, Алхас Барциц, а также министр юстиции Анри Барциц. Как вы все прекрасно знаете, неоднократно уже вообще занимались разработкой данного закона, но почему-то до нашего времени никак не принято этого не было. В общем, мы это на совещании, в принципе, обсуждали, некоторые коллеги просто отсутствовали, мы об этом говорили. Ну, соответственно, просим принять, поставить на голосование. Рабочей группе поручено представить проект закона о государственной службе до 1 октября 2023 года. На эти цели из средств парламента будет выделено 120 тысяч рублей. Парламент принял проект обращения к гражданам в связи с планируемым в Сухуми митингом 30 мая. Я считаю, что в данном случае парламент выражает свою обеспокоенность и хочет довести до нашей общественности и призвать к тому, чтобы не было ни провокаций со стороны либо граждан, либо каких-то общественных или политических партий. В том же случае хотим подчеркнуть тот момент, что мы также обращаемся к органам государственной власти для того, чтобы это все было на цивильном, вполне цивильном уровне, на таком, как оно и должно быть. Сейчас в информационном пространстве информация, да, в том числе и некоторые высказывания, интервью общественных деятелей, мы ко всем относимся с уважением. Но говорить о том, что там парламент абстрагировался от процессов или кто-то якобы оказывает на парламент давление. На парламент пытаются оказать давление все без исключения. Но парламент всегда выступал медиатором в подобных процессах. Поэтому я думаю, что это заявление правильное, оно своевременное, и прошу его поддержать. Проект обращения депутаты поддержали единогласно. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Как отмечалось выше, парламент Абхазии выступил с обращением к гражданам, политическим партиям и общественным организациям в связи с тем, что ряд политических партий и общественных организаций планируют проведение митинга 30 мая в Сухуми. В тексте обращения говорится: парламент Республики Абхазия выражает свою обеспокоенность складывающейся напряженной общественно-политической ситуацией в преддверии запланированного мероприятия и обращается к гражданам, всем политическим партиям и общественным организациям, а также к органам госвласти, гражданам при преддверии митинга проявлять бдительность и благоразумие, соблюдать Конституцию и закон Республики Абхазия, политическим партиям и общественным организациям обеспечить соблюдение Конституции, законов, прав и свобод граждан и не допускать дестабилизации общественно-политической обстановки в республике. Органам государственной власти в рамках возложенных на них законом полномочий обеспечить правопорядок и защиту конституционных прав и свобод граждан республики. Депутаты Народного собрания призывают граждан, политические партии и организации, а также органы госвласти принимать необходимые меры в соответствии с законом страны по недопущению антиконституционных действий. В Санкт-Петербурге состоялась 6-я встреча Абхазо-Российской комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. От Абхазии комиссию возглавляет первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. Стороны обсудили ход международно-правового оформления границы между двумя странами. Сроки и место проведения очередной встречи будут согласованы по дипломатическим каналам. Сколько бы времени заняла наша работа, окончательный, хороший, взаимовыгодный для Абхазии, для России, вообще для всех тех наших и друзей тоже на зло. Я думаю, у нас будет хороший документ итог. Сан Саныч, спасибо большое, что приехали. Мы действительно очень гордимся и дорожим нашей дружбой. Я думаю, что подписание этого документа это является еще одним кирпичиком в нашу дружбу, который свидетельствует о том большом уважении, которое существует между нашими странами. Я очень рад, что вижу очень много лиц знакомых. Я надеюсь, что наша работа будет активной, и мы решим успешно те задачи, которые поставлены перед нами нашим руководством, нашими народами. Спасибо.
В рамках реализации поручения президента с осени прошлого года на базе Центра специального назначения СГБ проводятся совместные и комплексные занятия по тактико-специальной подготовке с учебными группами. На этот раз на сборах было задействовано порядка 250 человек. Группы, состоящие из сотрудников Кабинета министров, Миграционной службы, Государственного таможенного комитета, Министерства по налогам и сборам, Абхазского морского пароходства, Абхазской железной дороги, Национального банка, Сбербанка, а также были организованы гражданские группы. Занятия проводятся по тактико-специальной, огневой, военно-медицинской подготовке, военной топографии. В основу вкладываются воспитание и обучение командного звена. Целью учений является отработка боевой слаженности подразделений резервистов при выполнении боевых задач в различных условиях обстановки, повышение полевой выучки резервистов, а также обмен передовым опытом с сотрудниками ЦСН. На учениях были созданы условия, максимально приближенные к боевым задачам, с которыми резервисты справились успешно. Сборы планируются проводиться на постоянной основе, решаемые задачи будут усложняться. В связи с тем, что обстановка в мире нестабильная, мы решили обратиться в службу государственной безопасности с тем, чтобы они обучили нас военной подготовке. Нас направили в Центр специальных назначений, где нас обучают уже на протяжении больше полугода. Были мероприятия, были учения, приближенные к реальным боевым действиям с использованием разного рода техники, охлажденные боеприпасы, со стрельбой, с диверсионно-разведывательной группой, с минометом, с АГСом. По завершению этих учений, конечно, впечатления самые положительные. Сегодня Центр специального назначения на безвозмездной основе помогает нашим ребятам, принимает участие в тренировках большое количество организаций. Многие ребята сами собираются, забирают свои группы и приходят с просьбой в Центр специального назначения, чтобы им помогли, чтобы их обучили. В подготовке с специалистами ЦСН принимали участие не только государственные организации, но и инициативные группы из таких организаций, как АЗИД, Национальный банк, как Морпорт. Значит, были представители МВД, представители управления капитального строительства, представители бизнес-сообщества. То есть инициатива была проявлена абсолютно всеми гражданами. Инициатива очень полезная, и, на мой взгляд, ее нужно расширять. И я думаю, с вашим непосредственным участием эта работа обязательно будет проводиться еще более интенсивно. Вспомнить полученные ранее навыки и закрепить их на практике. На полигоне Анхуа прошли занятия по огневой подготовке с батальоном Гудаутской бригады резерва. За ходом учений наблюдали представители Министерства обороны и наша съемочная группа. Репортаж Эсмы Голландцы. Огневая подготовка, обучение применению штатного оружия. Каждому резервисту здесь выдают патроны и автомат, пулемет, гранатомет или же снайперскую винтовку, как на мне. Главная цель – попасть в мишень, то есть поразить противника. Самый популярный, надежный и простой в использовании легендарный автомат Калашникова. Пулемет предназначен для ведения непрерывного огня. Гранатомет для стрельбы гранатами. Снайперская винтовка – оружие точной стрельбы на дальние расстояния. Дождь и грязь бойцам не помеха. Они старательно отрабатывают методику и приемы стрельбы, вспоминая все, чему обучались ранее, доводя движение до автоматизма. Огневая подготовка проходит под руководством военнослужащих с боевым опытом. Рота Замостянского края, все гудаутские уроженцы, они вот так вот частенько принимаем участие в подготовке военных всяких учений. Определенные люди с нашего края, люди знающие, подготовленные, которые не раз с этим делом сталкиваются, они нас и подготавливают, и обучают, инструктора наши, вот так вот. Ну как вы оцениваете? Оценивая положительно, очень хорошо. Самое главное, дух наш абхазский, вот так вот. Все нормально будет. Победа за нами. Для защиты своей родины это периодически нужно всем гражданам
Абхазии. Огневая подготовка на полигоне Анху объединила опытных ветеранов войны и молодых бойцов. Сегодня, согласно приказу министра обороны, проводятся стрельбы с 2-м батальоном 6-й бригаде резерва. Боевые стрельбы проводятся по итогу занятий, которые они проводили до этого. 2 месяца проводили занятия с личным составом. Личный состав подчиняется командованию батальона. Организовано все на уровне правильном. Все идет по плану. Результаты на начале этапа боевых стрельб показывают, что люди готовы, оцениваются на хорошую оценку. В результате учений резервисты получили практику в подготовке подчиненного личного состава, выполнили ряд нормативов по предметам боевой подготовки, а также повысили боевой и моральный дух. Эсма Гуланция, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. 2 граждан Узбекистана, один из которых несовершеннолетний, заключены под стражу. У задержанных изъято наркотическое средство метадон в особо крупном размере. Подробнее в материале пресс-службы МВД. 2 граждан Республики Узбекистан, один из которых несовершеннолетний, заключены под стражу. Последние были задержаны сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии в городе Сухум в результате проведения ряда оперативно-технических и оперативно-розыскных мероприятий. Зухриддинов Азизбек Дададжон Угли, 2005 года рождения, на момент личного досмотра хранил при себе заизолированные отрезки черного полиэтиленового пакета с содержащимся в них кристаллообразным веществом белого цвета. Идентичные свертки были обнаружены изъяты у несовершеннолетнего Турсунбоева Сайфулу Тургунбой Угли. Как впоследствии установлено экспертами, изъятое у вышеназванных граждан вещество является наркотическим средством метадон. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанных лиц установлено, что последние занимались распространением наркотических средств на территории нашей республики путем так называемых тайных закладок. Так, при обследовании местности в городе Сухум с участием гражданина Зухриддинова в парковой зоне на набережной Махаджиров обнаружены потайные места, из которых изъяты 3 заизолированных свертка с расфасованным светлым веществом. Еще 2 подготовленные к реализации закладки с аналогичным веществом ранее сделал несовершеннолетний Турсунбоев, которые также были изъяты сотрудниками УКОН МВД Абхазии. Общая масса наркотического средства метадон, изъятого в ходе производства личного досмотра вышеназванных лиц, а также в ходе производства обследования местности с участием задержанных, составила порядка 5 грамм, что является особо крупным размером. В отношении Зухриддинова Азизбека и Турсунбоева Сайфуло по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, возбуждено уголовное дело. Расследование проводит следственный отдел УВД по городу Сухум. Благоустройство города, ремонт дорог, мостов, водопровода, линий электропередачи и решение многих вопросов, волнующих сельчан. Ачамчирский район – один из динамично развивающихся с огромным потенциалом. О том, что сделано за последние 2 года и о планах руководства района в репортаже Сарии Кварацхели. Ачамчира с его мягким целебным климатом, богатой историей и загадками становится все более привлекательным туристическим направлением. На сегодняшний день Ачамчира – один из динамично развивающихся городов с огромным потенциалом. Глава района Беслан Бегвава отчитался о проведенных работах за последние 2 года. По инвестпрограмме это освещение республиканской трассы. Закончен 1-й этап. Сейчас они перешли в сторону Гулеришского района, но 2-й этап начнется у нас в сентябре месяце. Доходим до перекрестка Беслохубского. Значит, ведутся работы, уже идут к завершению этого водозабора село Моква. Потом 2-й этап приступаем уже этим летом к бассейнам реконструкции. Здесь наверху у нас, что питает город. Это касаемо инвестпрограммы. То, что сделано с фонда президента, это у нас подпорная стенка. Очень много работы было проведено. У нас, если помните, паводок был в прошлом году, и с резервного фонда были выделены большие деньги на покрытие этого ущерба. Конечно же, все мы не смогли покрыть, но сейчас ведутся работы. Вот у нас снесло мост, значит, это соединяющий Пакваща-Кваску села. Сейчас идут к завершению, мост достраивается. Потом будут перекидывать, очищать русло реки Алсга, потому что там подтапливает участки людей.
На центральных улицах города проведена полная замена плафонов, частичная замена и покраска всех столбов на сумму 13 миллионов 667 тысяч рублей. За долгие годы была произведена замена водопроводной сети вокруг рынка протяженностью 1 километр на сумму 2 миллиона 718 тысяч. В городе продолжаются работы по ремонту тротуаров, а именно асфальтобетонное покрытие автодорог, укладка брусчатки. Общая сумма 25 миллионов 323 тысячи рублей. Своими силами начали восстанавливать набережную, закончили спортплощадку напротив стадиона Центрального. Будет пальмовая аллея там, питьевой фонтанчик, душевые кабины. Это хочется, чтобы люди приходили, позанимались спортом, скупались в море, приняли душ и уехали по своим делам. У нас второй этап тоже брусчатки будет уже от бывшей музыкальной школы в сторону кафе «Волна». Тоже этим летом начнем работы. Сделали освещение. Это улица Шинкуба, Ардзенба, Габлия. Кстати, там тоже размыло мостик. Это по улице Габлия, то, что идет на морпорт. Уже стратегический объект у нас. И тоже, я думаю, в течение недели уже завершат эти работы. Озеленением занимаемся. Посадили в этом году сосны на набережной. Обрезку деревьев сделали. У нас в преддверии 9 мая мы провели субботник общерайонный. Кстати, воспользоваться случаем хочу. В эту субботу тоже у нас 1 числа День защиты детей. Будет грандиозный праздник. Хотим сделать. Тоже организовываем субботник. Хотел бы обратиться к гражданам, выйти и тоже поучаствовать в этом субботнике. Жители сел не понаслышке знают, что значит остаться без первой медицинской помощи. До ближайшей больницы несколько километров, а пациента нужно спасать здесь и сейчас. И вот для таких экстренных случаев существуют ФАПы. И в этом направлении восточной части нашей страны ведутся работы, отметил Беслан Бигвава. ФАП у нас в Кутол уже задействован, уже закончены работы. В селе Покващ ремонтные работы комнаты тоже завершены практически. В Адзюбжах у нас идут работы. И то, что касаемо Чгерды, оно еще на начальном этапе. Но я думаю, до конца лета мы там завершим работы этим. Ну, то, что касается сел, конечно же, очень большой объем работы предстоит. Это именно дорог, которые внутренние дороги, там находятся грунтовые. В этом году у нас немножко провальный бюджет. Но мы все равно заручились поддержкой правительства и руководства страны, обещали нам помочь в этом вопросе. Тем не менее, не останавливаемся. Планируется сделать ямочный ремонт асфальта. Это село Араду, Моква, Отап, Тхина, Челов. Пообещали, я думаю, это будет сделано. Кроме того, для Ачимчирской ЦРБ и администрации района приобретены и установлены дизель-генераторы на общую сумму 1 миллион 754 тысячи рублей. Был приобретен дизель-генератор, но это я обратился к нашим рыбникам, которые у нас здесь находятся. Они откликнулись на это, и чтобы люди не оставались без света, особенно больные. Установили. После того, как был паводок у нас в прошлом году, у нас не сработали насосы. Опять же, проблема была из-за отключения электроэнергии. И туда мы тоже приобрели, буквально перед Новым годом, тоже электростанцию, которая будет автоматически включать в случае отключения света насосы. За счет республиканского бюджета было проведено множество мероприятий. В 2021 году был отремонтирован мост в Гуаде, пробурены скважины для воды в селах Атара и Меркула, построены мини-стадионы в Гупе и Меркуле, проведена реконструкция линий электропередачи в селе Гуп, отремонтирован водопровод в селе Челов. Здесь также была отремонтирована крыша средней школы, а также кровля сельской администрации и Дома культуры на сумму 20 миллионов 751 тысяча рублей. В 2022 году средства из республиканского бюджета были направлены на реставрацию дома-музея Баграта Шинкуба, ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, работы по восстановлению водопровода и бурение скважины в селе Атюбжа. Без развития наших сел, соответственно, ничего не будет ни нашей государственности, ни нашего народа. Все держится на селе. И работаем в этом направлении. Вот, если ездишь сейчас по Северному Кавказу, даже в ту же Турцию, везде тепличные хозяйства. И вот создать такого рода тепличные хозяйства, перерабатывающие отрасли какие-то, которые будут
перерабатывать продукцию, что производит сельчанин. Конечно, заинтересовываем инвесторам. Но инвесторы тоже хотят гарантии безопасности. Сейчас, наверное, это слово почему-то для некоторых звучит чуть ли не как предательство, не знаю, с чем это связано. Но без входа частного бизнеса сюда будет очень сложно своими собственными средствами развить эту отрасль. По линии сельского хозяйства за 3 года было одобрено 213 проектов на общую сумму около 116 миллионов рублей. В районе в этом году сгорело 2 частных дома. Семье Адлейбай Куртава администрации района было выделено порядка 150 тысяч рублей. Оказана помощь и из республиканского бюджета. У нас еще были по обращениям к гражданам, проблема была с питьевой воды. Порядка 10 скважин мы пробили по прошлому году. На этот год тоже мы запланировали такое же количество, может получится больше. В селе Таумыщ мы будем делать водопровод своими силами. Там порядка 900 метров проложить трубу. Там местные жители, мы им предоставили материалы, они сами поставили бак, то есть будет водонапорная башня, которая будет давать воду. К работам, проведенным за счет средств республиканского бюджета, относится ремонт комплекса Мукашта на сумму 4 миллиона 407 тысяч рублей. В селе Лабра идет восстановление 2 мостов. На эти цели выделено 8 миллионов рублей. Была приобретена техника, значит, с президентского фонда нам помогли приобрести трактор GCB с оборудованием порядка 15 миллионов рублей. Также автовышка, ее у нас не было, это около 4 миллионов рублей. Своими силами мы еще приобрели 1 трактор для нужд водоканала. Также мы приобрели трактор для села Атара, чтобы село такое труднодоступное, не всегда доходит наша МТС туда для пахоты жителям. Также были приобретены для нужд спецавтохозяйства пластиковые мусорные баки, это которые с крышками, потому что животные залазят, раскидывают мусор. Поменяли их на старые железные баки, которые были уже ржавые. Люди, к сожалению, жгли в них костры, они рассыпались, и была необходимость приобретения этих мусорных баков. Около 120 штук. Восточная Абхазия богата уникальными архитектурными, историческими и природными достояниями. Туристическая индустрия здесь не так развита, как в Западной Абхазии. Тем не менее, район привлекает все больше гостей. За последние несколько лет их количество заметно выросло. Прошлым летом немногие объекты размещения Очимчирского района, в том числе частный сектор, были заполнены практически на 100%. У нас планируется большой объект открыться в селе Кинги. Там белорусы заходят, это уже известно. У них объем вложений огромный, там порядка 15 миллиардов. Это будет таким стимулом тоже для нашего района, для развития нашего района. Также вот бывшая 16-этажная гостиница 1 числа, она, скорее всего, откроется. Там внутренние работы практически выполнены, наверное, процентов на 90%. Осталось благоустройство, но не дала погода. Глава Очимчирского района поделился дальнейшими планами. Сейчас у нас в планах, как вы знаете, юбилейная дата, День Победы, 30-летие. У нас здесь имеется площадь, она безымянная. Хочу обратиться к собранию. Я думаю, они меня поддержат целиком. Назвать ее площадью Победы, провести там тоже благоустройство, сделать тротуары, выложить асфальт. У нас намечены очень масштабные действия. У нас будут, мы сейчас работаем в этом плане, создана комиссия. Мы хотим организовать и автопробег, пригласить участников с регионов России. Хотим также конный маршрут сделать. Также у нас планируется при поддержке президента построить с нуля музей боевой славы. Уже были взяты пробы грунтов. Проект готовится, проект будет современный, красивый, с подсветкой здания. И надеюсь, что тоже в этом году мы его уже начнем реализовывать. И хотелось бы, конечно, до 30 сентября закончить. Посмотрим. У нас сейчас еще ведутся работы. Компания Харахагалак, она такая на слуху, знаете. Сейчас там ждут ребята. Мы еще хотим создать такое архитектурное решение и правильный план застройки города и района, чтобы создать макет. Потом это все согласуем, конечно же, с нашими депутатами и утвердить его, чтобы люди понимали, к чему стремиться, как развиваться. Мы тут тоже не всю жизнь
будем находиться на этих местах, придут другие руководители, и они будут понимать, где должен быть, например, фонтан, где должна стоять поликлиника, где должен быть микрорайон новый построен, где школа, где больница. И вот это вот решение мы сейчас хотим принять, утвердить соответственно, и построим макет здесь в холле, чтобы это было наглядно для каждого гражданина нашего района. Добросовестным трудом, профессиональными достижениями, спортивными и творческими победами прославлять город мира – наша главная цель, отметил Беслан Беквава. Сария Кварацхеля, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. Печальная весть. На 88-м году жизни скончалась известный абхазский лингвист, доктор филологических наук, профессор АГУ, заслуженный работник Высшей школы Республики Абхазия Валентина Александровна Амичба. Валентина Амичба – автор более 130 научных работ, посвященных актуальным проблемам изучения абхазского и абазинского языков, в том числе 4 монографий, а также учебников и учебных пособий для студентов. Серия ее исследований посвящена языку художественных произведений абхазских классиков. Ректорат, профессорско-преподавательский состав и студенты АГУ выражают глубокие соболезнования родным и близким Александровне. На памятной стене у Гнесинского моста открыли мемориальные доски двух воинов – Умара Шинкуба и Алмаса Кабба, погибших в 1993 году в июльской наступательной операции. На церемонии присутствовали заместитель главы администрации Сухума Авкандин Сурманидзе, ветераны, родственники и друзья погибших бойцов. Ветеран войны Сергей Аршба отметил, что июльская наступательная операция была самой кровопролитной, но в то же время и самой запоминающейся по проявленной отваге всех участников. В тот день, 4 июля 1993 года, когда личный состав батальона получил задачу подготовить группу из особо надежных ребят для выполнения задачи. Какая будет задача, изначально нам не было сказано. Отобрав самых надежных, мы получили команду выдвинуться в Гудауту для погрузки на вертолет. Вертолет уже часам к 3, наверное, дня, загрузившись в вертолет, вылетели для выполнения задачи. Непосредственно, что нам предстояло делать? Меня, как командира группы, проинструктировал командующий военно-воздушными силами Эшба Вячеслав Ахметович. Он сам лично пилотировал машину, на которой наш десант должен был быть доставлен к месту выполнения задачи. К сожалению, либо утечка информации была, либо какое-то совпадение трагичное для нас, но нас уже ждали. Многократно превосходящие силы с подготовленных позиций открыли огонь сразу после приземления вертолета. За всю войну такого накала боя и проявления массового героизма мне лично не довелось встретить. Я видел, как ребята горели, но они не бросали из рук оружие и выполняли поставленную перед ними задачу. Буквально 5-7 минут длился бой. Все подразделение как единый механизм выполняло свои задачи, в том числе и Алмаз. Откинув противника на обратные скаты горы, а бой проходил буквально вот здесь, недалеко отсюда, на горе Ахбюк, на вершине. Я, собрав личный состав, стал считать потери. Каждый третий остался на этой горе. Каждый второй был ранен. Средств связи не оставалось у нас. Радисты обои погибли, и осколками были уничтожены радиостанции. К концу 3-х суток нам удалось выйти в расположение наших частей. Память о этих ребятах должна вечно быть в наших сердцах. И мы должны передавать своим детям, дети своим внукам. Кто отдал свою жизнь ради того, чтобы мы состоялись как государство, ради того, чтобы жили, их всегда надо помнить.
1080 промышленных предприятий вошли в юбилейный 15-й выпуск каталога торгово-промышленной палаты. Наиболее активно из всех видов промышленности развивается пищевая, строительная и добывающая отрасли. А самые экспорт-ориентированные направления – это винодельческая и рыбоперерабатывающая. Стоит отметить, что каталог, составленный ТПП, включает в себя полноценную информацию и анализ. О презентации нового каталога в материале Асиды Мария. Свежая зелень богата витаминами и минералами. Современному потребителю об этом известно, выращивать их берутся лишь некоторые. Отгор Гривапша, Стамуркутарба как раз те люди, которые усмотрели и собственную выгоду в модных тенденциях правильного питания. Занялись выращиванием зелени. Правда, пришлось немного потрудиться. Если ацеца в абхазских огородах всегда была и будет, и выращивать ее не так сложно, то освоение технологии получения микрозелени заставило потрудиться. В основном это рестораны, конечно же, наши клиенты. Ну и частные лица тоже интересуются. Это очень полезно, содержит большое количество витаминов, питательных веществ, поэтому сейчас очень модно, пока, по крайней мере, мы на внутреннем рынке осваиваемся. Бизнесу по выращиванию микрозелени всего 2 года. Этот год для них знаменательный, ведь информация об их производстве представлена на страницах 15-го каталога предприятий, которые ежегодно составляет торгово-промышленная палата Абхазии. Этот выпуск существенно отличается от предыдущих. Вместо информации о туризме, сельском хозяйстве, экологии, строительной отрасли акцентировали на местном производстве. Работа над каталогом предприятий, она очень трудоемкая. Мы запрашиваем у МНС по районам Республики Абхазия списки действующих предприятий Республики Абхазия. Затем мы эти списки обрабатываем, и уже обработанные списки мы размещаем в каталоге предприятий. В этом году количество работающих предприятий составило 1080. Местное производство развивается поступательно, налаживается экспорт, а главное, разные площадки помогают презентовать и рекламировать это производство. Выбор достаточно широкий. Местные предприниматели предлагают разнообразное спиртное, лимонады разных вкусов, воду из уникальных источников, мясные изделия, компоты, джемы, соусы и многое другое. Мадонну Амичба, у которой есть собственная фирма по производству сыра, тоже пригласили на мероприятие, организованное в честь презентации каталога. Она представила около 15 сортов сыра. Говорит, что после каждой подобной дегустации количество клиентов прибавляется. Да, это все домашние сыры, домашнее, вот все молоко. С домашнего молока все сделано. У меня своя ферма. Я стараюсь, чтобы я, где они говорят, чтобы я там находилась. Сейчас я с ними общаюсь, сейчас они со мной туда приезжают, анализы берут, кушают. Приезжаю, продаю, ярмарки у нас в ГУМе продаем. Нормально так, я бы не сказала, что товар не идет. Товар надо просто труд большой. Каталог предприятий торгово-промышленной палаты как раз нацелен на то, чтобы помогать развиваться. Это деловое издание, основной официальный источник информации для представителей многих сфер деятельности, а также для зарубежного бизнес-сообщества. Наш каталог в этом году на 46 предприятий разных видов деятельности увеличивается. То есть общее количество составляет 1080 предприятий с указанием и видов деятельности, контактов и многое другое. Вместе с тем президент торгово-промышленной палаты отметила, что говорить о значимых достижениях в сельскохозяйственной области и сфере переработки пока не приходится. Однако обнадеживают усилия Минсельхоза. Тамила Мирцхулава отметила, что предприниматели всецело могут рассчитывать на поддержку торгово-промышленной палаты. К сожалению, до сих пор на низком уровне развито сельхозпроизводство, перерабатывающая промышленность. Но есть надежды на то, что программа, реализуемая Министерством сельского хозяйства под названием «Развитие сельского хозяйства», привлечет внимание предпринимателей, самозанятых людей к данным сферам деятельности. Каталог включил в себя полную информацию о предприятиях и даже основные показатели экономического развития некоторых районов. По данным, приведенным в каталоге, объем произведенной продукции за прошлый год составил более 42 миллионов рублей. Ваша деятельность способствует созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности. В этом году выпуск каталога предприятия Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия приурочен знаменательной дате для нашей республики – 30-летию со дня победы в Отечественной войне Республики Абхазия.
Отрадно отметить, что среди наших предпринимателей есть почетные ветераны войны, которые 30 лет назад внесли свой вклад за мирное небо над головой, а сегодня вносят вклад и в экономическое развитие нашей страны. В сфере экспортных операций задействовано более 80 производств, в сфере импортных – более 1500. Это юридические и индивидуальные предприниматели. ТПП, проводя презентации республики на разного рода площадках, вносит существенную лепту в развитие торговых связей и продвижение продукции абхазских производителей на международный рынок. Более того, ТПП работает над привлечением инвестиций. Наш юбилейный каталог приурочен к юбилею победы нашего молодого государства, нашей современной истории. Победа позволила нам сегодня не только жить, но и развиваться, двигаться дальше на благо развития нашей Родины. Таким образом, особую благодарность выразили 24 членам ТПП, участникам Отечественной войны народа Абхазии. Также выделили ряд предпринимателей, которым вручили подарочные сертификаты на размещение бесплатной рекламы в следующем каталоге за их многолетнее сотрудничество с ТПП. Создание подобного каталога – процесс съемки, но нужный, ведь это единственное в своем роде профессионально подготовленное издание, которое отражает объективную информацию в сфере местного производства. Асида Малия, Роберт Ломья, Абхазское телевидение. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия объявляет конкурс на замещение вакантной должности юриста. По всем вопросам обращаться в офис, расположенный в бизнес-центре Гудоу Плаза, или по телефону 226 55 53. Качественная и доступная по цене мебель для гостиниц, офисов и домов. В Сухуми состоялась презентация продукции одного из крупнейших российских производителей мебели «Вальтер Мебель». Компания также поддерживает Паралимпийский комитет нашей страны. Все подробности в репортаже Рады Чачава. Компания «Вальтер Мебель» – это качество, доступность и новейшие технологии производства. Именно так была представлена одна из крупнейших российских компаний-производителей мебели на презентации в Абхазии. Собственное производство компании располагается в Рязани. «Вальтер Мебель» начинали свой путь с транспортного направления. Например, сотрудничали с Российской железной дорогой и метрополитеном. Однако сейчас компания также производит гостиничную и офисную мебель. Много лет наша компания работает в направлении, занимается производством мебели корпусной и мягкой, в том числе для общественного транспорта. В принципе, я уверена, что многие из вас могли, видеть или как минимум пользоваться ею. Внутренний интерьер, сиденья вагонов московского и питерского метрополитена. Новые комфортные электрички, которые курсируют не только в Подмосковье, но и по всей России. Это новые сидячие вагоны РЖД с удобными, комфортными, максимально безопасными креслами. Сотни оснащенных мебелью пунктов выдачи заказов, а также оснащение мебелью офисов Сбербанка. «Вальтер Мебель» славится работой по новейшим технологиям в области мебельного, швейного производства и металлообработки. Их мебелью можно обставить дом, гостиницу, офис и, как отмечалось на презентации, даже футбольный стадион. Фабрика мебели «Вальтер» работает на российском рынке более 20 лет. Здесь выполняют обработку древесины и металла, а также изготавливают стеклопластик, искусственный камень и многое другое. Компания способна воплотить в жизнь любой проект. Презентация продукции компании в Абхазии, как отмечает Антонина Брюховецкая, не просто способ рассказать о фабрике, но и найти друзей и партнеров. Наверное, подружиться с Абхазией, я бы сказала так. Мы очень часто здесь отдыхали с семьями, с друзьями, и как-то в принципе никогда не задумывались о работе. Вообще мало кто на отдыхе думает о работе, но вот в феврале представители Паралимпийского комитета нас позвали сюда именно с рабочим визитом. Мы приехали, еще так удачно совпало, у вас был здесь снег, но все-таки. И нам показали, какие работы сейчас ведутся именно в плане реноваций, то есть замены мебельного фонда. И мы поняли, что, мы удивились, почему мы до сих пор не здесь. Потому что та мебель, которая представлена в отелях, ресторанах, она в принципе это наш сегмент. Это то, чем мы занимаемся уже на протяжении многих лет. Компания, разумеется, привезла с собой выставочные образцы своей продукции. Будь то гостиничная или мягкая мебель, каждому проекту здесь подходит исключительно индивидуально.
Выбор гостинично-ресторанного сегмента мебели или же мебели общественного пользования у компании «Вальтер» обширен, но на сайте фабрики можно найти и мебель для дома. Ценовая политика продукции весьма демократична. Мы впоследствии все-таки собираемся открыть здесь некую складскую программу. Обязательно будет шоурум, это не без этого. Плюс ко всему, учитывая, что это все-таки хорика, здесь должен быть такой сегмент, как стандартная мебель. Да, в том числе модульная. Мы сейчас активно над этим работаем. Почему? Потому что это очень удобно. Модульная мебель, она хороша для покупки как в квартиру, так и, соответственно, в ресторан или гостиницу. Компания «Вальтер Мебель» представила свою продукцию на абхазском рынке лишь сейчас. Однако с республикой работа началась гораздо раньше. «Вальтер Мебель» поддерживает Паралимпийский комитет Абхазии. На прошедшей презентации комитет совместно с «Вальтер Мебель» вручили подарки людям с социально повышенной потребностью. С компанией «Вальтер Мебель» нас связывают очень теплые, приятные отношения, связанные на доверии и взаимопомощи. Некоторое время назад на чемпионате мы познакомились с ними. Нам очень стало приятно то, что компания «Вальтер Мебель» обратила внимание на нашу деятельность, связанную с детьми и развитием социально повышенной потребностью людьми. В ближайшее время шоурум компании откроется в Абхазии. Познакомиться с продукцией «Вальтер Мебель» можно на официальном сайте. Рада Чачава, Адица Сагария, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Сегодня в нашей программе авторская передача Ирины Агрба-Аргама в прямом эфире. Гости студии, секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба и министр иностранных дел Инел Арзенбах обсудят вопросы внешней политики. Прямой эфир начнется сразу после новостей. А пока расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 27 и 28 мая на территории Абхазии не ожидается осадков. Температура ночью 12-17, днем 19-24 градуса тепла. Температура морской воды плюс 15 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.